Первый вид вот этого женского аксессуара – это феридже, и второе – чаршаф. В нарративных источниках впервые вот именно этот национальный термин феридже, он встречается уже в конце XVIII века. Это академическая работа, это работа Палласа 1793 года, который как раз зафиксировал, что крымские татарки одевают такой халат феридже из редкотканной материи, белой материи. И второй вид – это значит чаршаф. Ну вот если говорить об этимологии этого слова, это второе значение, кроме покрывала белого, это еще в значении просто простыни. То есть это было, если то была сшитая одежда, причем с рукавами, сшитая одежда, то это было просто белый большой плат, который женщины накидывали на голову и просто в него, скажем, закутывались. Манера ношения была такая, что можно было, женщина могла просто прикрыть краешком этого плата себе нижнюю часть лица. Это было поливариантное такое ношение, когда еще и были лицевые такие вот платки, яшмах, которые назывались, которые могли быть или в комплекте, как, скажем, с феридже был в комплекте с яшмахом, точно так же был в комплекте с чаршафом. Но я должна сказать, что если чаршаф – это, скажем так, примитивное, просто кусок ткани, причем он и размерами, да, и формой своей напоминает вот эту простыню. И это многие об этом говорят. Из авторов, из очевидцев, которые об этом писали. То феридже уже могло быть как будничное, так и нарядное очень. Оно могло быть с вышивкой, с очень дорогой, с красивой, с золотой отделкой, да. Это была нарядная одежда. Можно сказать, провести аналогию, если с современным костюмом, можно сказать, что феридже – это легкий плащ того времени. Девочка до 7 лет, она могла ходить без головного какого-то убора или с платочком. В 7 лет уже точно девочки повязывали платочек. В 14 лет она уже должна была носить покрывало. Это был период взросления. На самом деле иначе быть не могло, безусловно. Женщины покрывались, потому что Крымское ханство, мы знаем, с самого своего начала это мусульманское государство. Безусловно, в мусульманском государстве придерживаются только норм шариата, иначе и быть не могло.